Здравствуйте, в эфире новости, в студии Генриетта Албегова и коротко о главных темах выпуска. В Северной Осетии на 75% снижен транспортный налог. Это касается налогоплательщиков, занятых в наиболее пострадавших отраслях. Поправки в законопроект принял парламент республики. Какие еще вопросы рассмотрели? Здесь он будет находиться отдельно, на отдельной площадке, удобно подъехать. В станицах Черноярской и Новоосетинской появятся новые фельдшерско-акушерские пункты. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта здравоохранения. Работы начались в конце апреля и завершатся к августу. Все очень довольны и рады, что такая честь выпала участвовать в параде. Парад Победы уже через неделю. В Северной Осетии тоже готовятся к одному из самых значимых событий. Военнослужащие по несколько раз в день проводят репетиции. За последние сутки зарегистрирован 31 случай заражения COVID-19. Всего инфицированных новой коронавирусной инфекцией в республике 3676. Состояние пациентов от средней тяжести до тяжело больных. На самоизоляции под медицинским наблюдением находится 783 человека. Сняты с медицинского наблюдения 8409 граждан. Обеспечивать питанием медицинские организации республики будет Центр лечебного и профилактического питания. Накануне парламент Северной Осетии в первом чтении принял законопроект, который определил единственного поставщика услуг. Сегодня глава республики Вячеслав Битаров на совещании призвал ответственно подойти к организации питания, потому что в определенной степени это тоже влияет на эффективность лечения. Галина Григорян продолжит. Работа в Центре лечебного и профилактического питания Северной Осетии начинается в 5 утра. Завтрак, обед и ужин поставляют теперь уже во все медучреждения республики. В Центре эта новость стала долгожданной. На самом деле мы к этому шли очень долго, доказывая эффективность этого центра. То, что насколько легче курировать одно предприятие, даже по закупу цен, по качеству продуктов, по приготовлению, чем ездить по всем подразделениям и по лечебным учреждениям и проверять это у каждого. Качество питания под контролем врача-диетолога, поэтому меню для пациентов сбалансировано и с учетом всех необходимых витаминов. Варится свекла на пару, это лечебное питание, вот я вам покажу. На 2,5 часа мы поставили. Вот. И 46 минут у нас еще. После этого приготовленная пища доставляется в подведомственные медучреждения. Предприятие некоммерческое, поэтому трехразовое питание поставляют по себестоимости 135 рублей. Мы обслуживаем все, городские больницы, потом Беслан, Ардон, Алагир. Поэтому у нас достаточно транспортных средств, которые у каждого есть свой маршрут, который отвозит завтрак, обед, ужин. Законопроект по определению единого поставщика услуг по обеспечению питания всех медучреждений принял парламент Северной Осетии. Глава республики Вячеслав Битаров решение поддержал и призвал ответственно подойти к вопросу, потому что качественное питание влияет на эффективность лечения. Галина Григорян, Марина Караева, Алан Суанов. Новости Осетии. Квалифицированная медицинская помощь в комфортных условиях. В станицах Черноярской и Новоосетинской появятся новые фельдшерско-акушерские пункты. Строительство объектов началось в конце апреля и завершится к августу. На эти цели в рамках национального проекта здравоохранения выделено 12 миллионов рублей. Хетак Плеев расскажет подробнее. Пока здесь строительный мусор, на стенах свежая штукатурка, но через 2 месяца будет готов кабинет терапевта. Новый фельдшерско-акушерский пункт придет на замену амбулатории, которая больше 30 лет принимает жителей станицы Черноярская. В станице проживает более 800 человек. За медицинской помощью приходится обращаться в амбулаторию, которая располагается в здании бывшего общежития. Появление нового фельдшерско-акушерского пункта – хорошая новость для жителей станицы.
Там просто неудобно то, что он находится в общежитии в учебное время. Там, ну и студенты, и неудобно просто жителям туда ходить. Там и ступеньки, не очень удобно, допустим, для инвалидов. Здесь он будет находиться отдельно, на отдельной площадке. Удобно подъехать, подойти туда с колясками, дети, ну, с маленькими детьми. В общем, рады жители, да? Рады безумно. Такой же фельдшерско-акушерский пункт строится и в соседней станице Новоосетинской. Возведение ФАПов идет в рамках нацпроекта здравоохранения. Объекты строятся по единому образцу. Из средств на эти цели заложено одинаково – по 6 миллионов рублей на каждый ФАП. Работы начались в конце апреля. В этой станице этот ФАП очень был необходим. Село преображается. Благодаря таким стройкам, благодаря программе федеральной, республиканской, очень был необходим. Сдать фельдшерско-акушерские пункты должны 1 августа. Жители станицы Черноярской и Новостинской будут получать квалифицированную медпомощь уже в комфортных условиях. Хетакплиев, Алан Суанов, Новости сети. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, антинаркотическая комиссия продолжает свою работу. Сегодня состоялось очередное заседание. Его провел глава республики Вячеслав Битаров. Какие вопросы обсудили в материале Аланы Тумаевой? Один из вопросов – исполнение судебных решений об обязательной диагностике и лечении от наркомании тех, кто был привлечен к административной ответственности. Важно взаимодействие всех профильных ведомств. До того, как вообще заседание у нас прошло, предварительно по поручению главы республики была создана межведомственная рабочая группа, которая проанализировала работу в данном направлении. И, к сожалению, были выявлены очень много пробелов где-то, проблемных вопросов, которые, значит, приняты к сведению и уже начали их решать. Проведены сверки между судами, МВД, наркологическим диспансером, поскольку ситуация складывается, к сожалению, так, что иной раз эти, значит, наркопотребители, правонарушители, административные, они, значит, уклоняются от возложенной судом обязанности. Большое внимание уделили социально-психологическому тестированию в учебных заведениях. Его регулярно проводили практически во всех школах и вузах республики. После пандемии работу планируют возобновить. Стоит отметить, что в 2019 году гораздо больший процент изъявили желание пройти данную процедуру. Проводятся корректирующие мероприятия, выделяется уже конкретно контингент вот этих обучающихся, которые нуждаются в поддержке, в профилактической работе. Затронули тему смертности от острых отравлений наркотическими средствами или психотропными веществами. В прошлом году был зафиксирован 91 случай, а в этом таких случаев нет. Специалисты фиксируют положительную динамику, но говорят, это не повод расслабляться. Алана Тумаева, Алан Суанов, Новости Осетии. Установить точную причину смерти Владимира Цкаева нельзя. Это стало известно после проведенной судебной медицинской экспертизы. Заключение экспертов ждали с октября прошлого года. В документе указано, что причины смерти Владимира Цкаева могут быть разными и указать на одну нельзя. Есть как минимум две предполагаемые – черепно-мозговая травма, а также асфиксия, то есть нехватка кислорода. Именно эта причина звучала в предыдущем заключении судмедэкспертизы, которые уже проводили на стадии предварительного расследования. Теперь же новые результаты могут усложнить весь процесс, считает потерпевшая сторона. Большинство выводов экспертизы носила не категорический характер, а вероятностный или маловероятностный. Поэтому я считаю, что с данным заключением нужно ознакомиться, ну и мне в частности, и всем нам более подробно, чтобы уже дальше перейти к рассмотрению процесса впоследствии. Я единственное, что вынесла из сегодняшнего заседания, что это заключение очень осложнит работу суда и, ну, в частности, судьи, как сказал Аслан. Поэтому сейчас настолько вот человек находится в каком-то состоянии непонятном, что я, честно говоря, мысли собрать не могу сейчас, в каком направлении мне двигаться.
На полях Северной Осетии, несмотря на пандемию, полностью завершили весенние полевые работы. Об этом стало известно на рабочей встрече председателя правительства Темураза Тускаева и министра сельского хозяйства и продовольствия Казбека Вазиева. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи. Сельскохозяйственные предприятия полностью выполнили намеченный план. Теперь впереди плановая обработка сельхозкультур от сорняков и вредителей. Говорили о реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В ее рамках реконструируют водопроводные сети, проводят газификацию населенных пунктов, развивают инженерные коммуникации и строят фельдшерско-акушерские пункты. Темураз Тускаев отметил, несмотря на сложные обстоятельства, те задачи, которые стоят перед руководством в части развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, успешно выполнены. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля. Выразить свою гражданскую позицию сможет каждый гражданин страны вне зависимости от его местонахождения. Достаточно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Заявки принимают на портале Госуслуги, а также во всех филиалах многофункционального центра. Нужен лишь паспорт, либо документ, его заменяющий. На портале Госуслуг у всех имеется, большинства уже людей имеются учетные записи. Максимально это просто, легко, я думаю, не составит труда любому человеку подать это электронно. Но в случае каких-то затруднений наши специалисты помогут принять заявление. Единственная просьба к нашим гражданам, чтобы хотя бы на время действия указа главы до 30 июня они, соответственно, придерживались мерам санитарной безопасности. То есть рекомендовано посетителям надевать маски и перчатки. На 75% снижен транспортный налог в Северной Осетии для тех налогоплательщиков, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Поправки в законопроект о транспортном налоге принял парламент республики в 2 чтениях. Льготы будут действовать в течение этого года. Также парламент принял закон о введении специального налогового режима. Он позволит самозанятым жителям республики легализовать свою деятельность и уплачивать минимальную налоговую ставку в 4%. Для этого достаточно будет зарегистрироваться на сайте налогового органа. Этот налоговый режим смогут выбрать не только самозанятые граждане, но и индивидуальные предприниматели, у которых нет нанятых людей. При этом настоящий специальный режим допустим только в том случае, если суммарный годовой заработок не превышает 2,5 миллиона рублей. Введение такого режима может увеличить доходы республиканского бюджета до 30 миллионов рублей. При этом 37% от общих сборов будут поступать в фонд обязательного медицинского страхования, а другая часть в республиканский бюджет. Новым налоговым режимом с 1 июля смогут воспользоваться фотографы, видеографы, транспортники, различные ремонтники, косметологические мастера, владельцы сдаваемых в аренду квартир. Одни из основных вопросов это связано прежде всего с реакцией правительства, руководства на сегодняшнюю ситуацию. Речь идет о том, что даны какие-то преференции, в частности закон о транспортном налоге, или какие-то социальные вопросы, даны возможности дополнительным органам местного самоуправления. Да, эти законопроекты мы принимали сразу в 2 чтениях, но совершенно понятно, потому что время и обстановка, она диктует свои условия. И была необходимость такого скорейшего, быстрого принятия для того, чтобы дать больше возможностей и правительству, и дать возможности органам местного самоуправления реагировать на ситуацию. В том числе мы рассмотрели вопрос, связанный с терфондом обязательного медицинского страхования. Опять это дополнительные возможности для того, чтобы реагировать на ситуацию, связанную с пандемией. Парад Победы состоится уже через неделю. В Северной Осетии тоже готовятся к одному из самых значимых событий. В этом году торжественное мероприятие пройдет в непривычных условиях, без зрителей. Но ответственности от этого не меньше, признаются военнослужащие. Они по несколько раз в день проводят репетиции. Затем, как оттачивают мастерство, наблюдал Георгий Запаров.
Первая репетиция Парада Победы проходит на площади Свободы. Войска 58-й армии выстроились в строй. Задействованы практически все рода войск. Спецназ, пехота, зенитчики и войска радиационно-химической и биологической защиты, а также курсанты Суворовского училища и бойцы Росгвардии. Здравствуйте, товарищи! Это только репетиция Парада Победы. Но именно на таких тренировках военнослужащие оттачивают строевой шаг, поворот головы и даже выражение лица. Мелочей нет, важна каждая деталь. Одна за другой подразделения 58-й армии маршируют по главной площади города. За происходящим пристально наблюдает руководящий состав. Опытные военные знают, насколько важно провести Парад Победы на должном уровне. Войска Владикавказского гарнизона готовились в своих подразделениях, в составе своего гарнизона, в веренной мне дивизии, и подошли к этой репетиции достойно. Ввиду коронавируса и борьбы с пандемией проводится все со всеми элементами безопасности. Думаю, подготовимся и не подведем российскую армию. Всего на площади больше 1000 военных. В этом году парад пройдет в непривычных условиях, без зрителей, но ответственности от этого не меньше. Многие из тех, кто сейчас марширует, уже участвовали в Параде Победы. Признаются, ощущения особые, привыкнуть к ним невозможно. Все очень довольны и рады, что такая честь выпала участвовать в параде. Все-таки как-никак 75 лет исполняется со дня победы в Великой Отечественной войне. Вот, прибыли на площадь первый раз, но у всех замечательное настроение, несмотря на то, что уже поздно. Вот, готовы показать всю красоту парада. И какой же парад без музыкального сопровождения? Именно по музыке и барабанной дроби военные ориентируются, выдерживают необходимый ритм и маршируют практически синхронно. Здесь же на площади весь оркестр. Тренируются музыканты несколько раз в день. До парада чуть больше недели. Время пока есть, поэтому военнослужащие уверены, все пройдет слаженно. Георгий Запаров, Ибрагим Чочиев, Новости Осетии. Компания Ростелеком развивает оптические сети. В Северной Осетии охвачено более 160 тысяч домохозяйств, интерактивное телевидение, качественный скоростной интернет и не только. Тему продолжит моя коллега Марина Караева. Почему тебе нравится «Утиная история»? Это мультик маминого детства. Посмотреть любимый мультфильм или передачу о живой природе. На выбор маленькой Полины 1000 каналов. А еще дистанционное обучение без зависания интернета. Быстро и качественно, 100 мегабит в секунду. До недавнего времени скорость интернета немыслимая, а теперь вполне доступная. Причем не только в городах, но и в сельской местности. Для семьи Бычковых это стало особенно актуальным в период режима самоизоляции. Более 3 месяцев назад мы подключили приставку Ростелеком, и для нас было приятной неожиданностью то, что на ней более 1000 каналов. Да? То есть в период самоизоляции наши дети, ну и мы сами, так как кинотеатры закрыты, можем выбрать кино на любой вкус, мультики на любой вкус. Дети в восторге. Мультики, которые они не успели посмотреть, допустим, днем, они могут посмотреть их вечером в любое удобное для нас время. В Северной Осетии более 160 тысяч домохозяйств охвачены оптикой Ростелекома. Только с начала этого года телеком-оператор проложил оптические линии связи к 3000 частных домов. Это сеть протяженностью 200 километров. Мы развиваем наши оптические сети. Это и населенные пункты республики ниже Владикавказа, и в самом Владикавказе. И у нас одно из лучших покрытий оптической сетью в Российской Федерации. 72% домохозяйств в республике покрыты оптическими сетями. Чем они лучше, чем обычные медные, но это уже всем давно известный факт. Это и качество сервиса, и контент, который мы с помощью оптических сетей доставляем до абонентов. Это надежность и все прочие вещи, которые сейчас очень востребованы нашими клиентами. Один провод и сразу несколько услуг. Не только качественный скоростной интернет, но и интерактивное ТВ, телефон, видеонаблюдение и даже умный дом от Ростелекома. Все это оптическая сеть. Потребности у людей в сервисах, которые предоставляются с помощью интернета, они значительно возросли. И, соответственно, наша компания тоже стремится адаптироваться, чтобы мы могли предоставить нашим жителям любую востребованную для них сейчас услугу. Она связана, может быть, и с дистанционным обучением, и с развлечениями. Это телевизионный какой-то контент на платформе Wing, допустим, который мы развиваем, или просто интернет.
С помощью платформы Wink при оформлении подписки весь теле- и видеоконтент становится доступным на любом экране телевизора, смартфона, планшета, ноутбука или компьютера. Контент можно просматривать на 5 устройствах. Простой телевизор превращается не только в домашний кинотеатр, а в современный медиаобразовательный центр. Я могу выйти, да, там, на кухню, заниматься готовкой, также смотреть киношки, сериалы любимые на планшете. Ростелеком сегодня это не только интернет и цифровое телевидение. Оператор предоставляет множество услуг. Это обеспечение безопасности жилья, развлечения, образовательные сервисы и игровая платформа. Стать абонентом Ростелекома достаточно просто, подключив один из наиболее выгодных тарифных планов в офисах продаж. Для этого нужно позвонить по телефону 8 800 1800 или оставить заявку на сайте rt.ru. В последнее время большой популярностью пользуются тарифы с включенным в пакет телевидением. Все более востребованной становится услуга видеонаблюдения. Например, вы можете выбрать тарифный план для безопасности, в который включены интернет 100 мегабит, пакет ТВ-видеосервиса Wink Transformer, обучающая платформа «Лицей», доступ к библиотеке Литрес и услуги видеонаблюдения с архивом видеозаписи. Марина Караева, Лан Суанов, Мария Кутаева. Новости Осетии. На этом у меня все новости. Эфир продолжат мои коллеги из осетинской редакции. Я передаю слово Сабине Пелиевой. Божны генерет, ахым хабарта дарбаса такут там савар домантан куамада тазуа пананир синатка канана система куда хаштан зашты дар синада доманта шарды гон фала дуазан раштак бажан заштам фала чешил рекламой фаштам.